9 غني يا سلاقي غني أوز غني يبغى حباب أوز وفرصة بتوشي سنتي أخاهم. Разбитые ящики, поломанные и разбросанные рамки с медом и тысячи пчел, оставшиеся без крова. Такая картина предстала перед пчеловодом Мусой Ужаховым во время осмотра своей пасеки. За одну ночь он потерял 3 семьи. Для пасечника, у которого всего 16 ящиков, это стало, мягко говоря, неприятностью. Как выяснилось, все это проделки медведя, который позарился на мед. Пчеловоды точно не знают, сколько медведей орудуют в окрестностях Алкуна. Разграбленных пасек не одна и не две. Отсюда пасечники уверены, что это проделки нескольких косолапых. По группам в мессенджерах активно рассылается это видео. Со слов отправителей, медведь отдыхает в реке Аса после очередного ночного разбоя. И, судя по всему, вечер у Мишки удался. Медведь орудует на разных участках предгорной части республики, но больше всех пострадали пасеки, которые стоят при выезде из Алкуна, близ башенного комплекса Гагиевых. Косолапый сюда захаживает периодически. Здесь большое количество пасек, а значит, точно будет чем полакомиться. На этом небольшом участке пара десятков пасек. Со слов пчеловодов, от косолапого пострадали несколько из них. Периодически в мессенджерах появляется видео последствий ночных вылазок медведя. Бороться с этим сложно, отмечают пчеловоды. Косолапый будет повторно грабить пчел. شين أهتا يول ياش حيوخ يستطير حلقتي رمج ديهن شر حيوخش داقه جو يجدهن يحط يواج بابسو أخشر بابوخ أدأتو حنت نيخ ياشك ديهن داقه مريا اللي داعيه ديهن عاقسي تشر شين مدي أخذ عيوتس. Буквально в 100 метрах от этого места расположились кочевые пасеки Мухаммеда Касума Салимова и его друга Ибрагима. Правда, позариться на мед этих пчеловодов у косолапого вряд ли получится. Система пасеки просто не позволит Мишке добраться до сладкого нектара. А вот соседям пчеловодов из Дагестана повезло меньше. Пару дней назад медведь сломал 2 ящика с пчелами. На 3-й день, как мы приехали сюда, ночевать уже остановились. Это было время 11:30 ночи. Пошли спать. Вот 50 метров между нами, вот в этом месте, 2 медведя покушало, 2 ящика, 2 улика покушало. Он там внутри покушал. Вроде бы 12 часов ночью пошли, и вот до того 50 метров, и она вот до того нагло подошла, и вот здесь 2 ящика села. После этого мы поставили здесь лампочку, фонари его. Вот один здесь, второй там, чтобы ночью на видите, он 3-й. Он поехал, купил. Единственный способ для него, когда она уже подходит, чтобы она была фотоспичкой, она работает на движение. Опытные пчеловоды советуют по очереди дежурить на пасеках. Эта мера на пару с установкой фонарей с датчиком движения самые действенные, чтобы отбить желание косолапого грабить пасеки, уверены пчеловоды. Есть еще вариант установить электропастух, который отпугивает животных ударом небольшого тока, но напряжение которого будет достаточно для медведя, может убить других животных. Так что это напоминает палку о 2 концах. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов. Новости 24.